Как здесь уже говорилось, что одним из героев Великой Отечественной войны был наш соотечественник, выдающийся полковник, генерал-майор танковых войск Ази Ахадович Асланов. Слава героя командиром не было случайно. Асланов отдавал все силы и знания воспитанию своих подчиненных высоких боевых и моральных качеств. Учил их насмерть разить врага. Прививал им любовь к родной земле, советскому правительству, к родине. Постоянно крепил великое братство воинов разных национальностей. В рядах его бригады воевали русские, украинцы, белорусы, грузины, азербайджанцы, узбеки и представители других народностей Советского Союза. Своим внимательным отношением к подчиненным, отцовской заботой, а также личной смелостью он завоевал любовь солдат и офицеров. Прямой, принципиальной и страстной в своих убеждениях коммунист Ази Асланов обладал огромной силой воздействия на окружающих его людей. Человек несгибаемого мужества, умевший в бою презирать опасность и быть беспощадным к врагу, он отличался вместе тем большой добротой и чувством товарищества. Сражаясь с врагом, Ази Асланов всегда находил время и для того, чтобы совершенствовать свои военные знания. Прошло 68 лет со дня героической гибели нашего соотечественника. Исторический процесс неумолим и необратим. Меняются поколения с их фундаментальными и переходящими ценностями. Приятно, что многие молодые люди нынешнего поколения не забывают героев той страшной войны. Героизм Ази Асланова занимает особое место в летописи нашей страны. Его героизм не только история, это серьезная веха в жизни ни одного поколения наших соотечественников. Для большой части молодого поколения героизм Ази Асланова стала настоящей школой жизни. Молодежь по сей день гордится величайшим подвигом Ази Асланова, внесший значительный вклад для победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Благодаря героизму таких людей, как Ази Асланов, наша страна спасла мир от фашизма. В наше время духовно-нравственное воспитание молодежи имеет чрезвычайную значимость. Много раз говорилось о том, что в настоящее время наше общество переживает духовно-нравственный кризис. Это кризис и государственных, и общественных механизмов социализации молодого поколения. Факт, что многие молодые люди перестают говорить герой, подвижник, подвиг. Пусть не устрашат никого слово герой, подвижник, подвиг. Некоторый подвиг требуется от любого человека. Каждый, кто изо дня в день, из года в год, во весь свой ум, изо всех сил исполняет свою работу и свой долг, и тем улучшает качество своего труда, уже совершает подвиг. В этом случае, даже если он действует прежде всего ради себя, он принесет пользу, он принесет пользу неизбежно и другим. Подвиг – понятие, зовущее к ясной цели. Подвиг совсем не обязательно требует особых условий и обязательства, особого места и времени. Подвиг совершается там, куда тебя поставила судьба. Обстоятельства лишь пробуждают героев, а сила, которая направляет его поступки в драматическое мгновение, перезакладывается в душу воспитанием. Именно так был воспитан Ази Асланов. Спасибо. Что была затронута тема кризиса в нашем обществе. Вот мне кажется, то, что кризис причиной является отсутствие идеи, наверное, и размытое понятие патриотизма. Ну, вот мне так кажется. И в продолжении моей мысли, наверное, стихотворение от общественного талышского деятеля Музафира Ахадова. Салам алейкум, Толшин. Здравствуйте, гости. Здравствуйте всем. Приветствую вас. Как общественный деятель, который такие мероприятия делает, я благодарю организаторам, потому что очень на высшем уровне. Спасибо вам. Мы собрались
сюда отмечать юбилея своего земляка Талыша. Я пока сидел, я чувствовал себя действительно Гази Асланович, потому что именно патриотизм, когда воспевают, восхваляют патриотизм, героизм, она воспитывает человека как героя. Не дай Бог сражаться нам в каких-то войнах, но мы должны гордиться, что у нашего народа есть такие люди, которые в любой момент могут жертвовать себя ради своего народа, за свободу. Фашизма нету. То есть герой наш, отечественник, воевал не только за Родину, а воевал против фашизма. К сожалению, фашизм тоже существует. Фашизм убивает наших ученых, наших лингвистов убивает в тюрьмах. И арестован правозащитник Гилал Мамедов. Именно из-за того, что он по национальности талыш, именно из-за того, что он развивал талышскую культуру, талышский язык. И я не мог не вспомнить его именно в таком мероприятии. И ответственность беру именно за свой рейс, сам я себя, организаторы тут ни при чем. Потому что опасно такие слова говорить. И я эту опасность беру на себя. Извините, что я немножко огорчил вас. В данный момент я хотел бы стих Али Насира прочитать. Кто такой Али Насир? Который тоже за свободу салышского народа пострадал. 6 лет сидел в тюрьмах. Из-за того, чтобы он когда-то высказал за талышей. Я вчера ему звонил, и я иногда, когда стих их не читаю, иногда им звоню, чтобы какие-то запятые добавлять в стих, чтобы этот стих был очень выразительный. Я сказал, что я буду читать твой стих. Он сказал, какой стих? Я говорю, наш Гази. Он сказал, что для такого героя этот стих очень маленький. Я пишу поэму. Поэма под именем «Генерал Шимон». Это слово, наверное, Талышам о чем-то говорит. Генерал Асланов говорил Шимон, то есть поехали на талышском. Когда он садился на танк, приказывал Шимон на талышском языке. Чамахази. К сожалению, я буду читать стих, потому что я когда стих читаю, выразительно очень волнуюсь. Иногда бывает забываю слова, поэтому прошу прощения. Ты толоши номи барскай доштахна, чадашмени лашкари кай рана. Бадан йода жимон бакай толош чана, дохар насли ты дамани, дама ази, чама номиш. Чама Пахри, Чама Ази. Данил Чама Хасте, что на рабуме, что танги гуррабуме, на рабуме. Чама Хахан ириж башта варабуме. Дахар насли то дамани, дама Ази. Чама Намуми, Чама Пахри, Чама Azi. Tazardüşti atrapati mardazvaş. Tabobaki tarsnızna merdazvaş. Tatoluşum saun sabor skardazvaş. Dahar nasli to damaniş, dama azi. Çama nomiş, çama fahri, çama azi. Kom milleti haziş babu icam babu. Çatoşi inşallah arvijam babu. Çay parçami açı saysa dajam babu. Çay parçami açı saysa dajam babu. Dahar nasli to damanik.
Tama Aziz, Chama Nomir, Chama Fakhri, Chama Aziz. В первую очередь, Гази Аслан был мусульманином, я хотел бы, чтобы чей шоу Кларки больше красава Аллаху. Сейчас хотелось бы пригласить сюда родственника Ази Асланова Авшана Мамедова. Добрый день, здравствуйте, дорогие гости. Микрофон мне не нужен. Говорит о таком легендарном герое без волнения, без переживаний невозможно. Потому что чувства человеческие – это чувства. Благодарю организаторов сегодняшней передачи, мероприятия. Огромное им спасибо, что вспомнили сегодня героя. Благодарю присутствующих сегодня гостей, потому что в наши тяжелые дни нашли время, пришли чтить память легендарного героя советского народа, легендарного героя азербайджанского народа, легендарного полководца-героя талашского народа. Я бы сказал, легендарного героя мира. Потому что в таком возрасте быть героем Советского Союза в течение 1,5 года, от подполковника до генерал-майора, это, как сказал многоуважаемый генерал-полковник, не каждому удавался. Правильно сказал товарищ генерал-полковник, что это то, что мы здесь говорим, это крупинка.